Ассаламу алейкум и всем мира. Стоп! Ты руки помыл? Господи. Ассаламу алейкум и всем мира. С вами Ренат Хабибуллин и чисто татары сквозь время. На прошлой передаче мы с вами начали разговор о Волжской Булгарии. Напомню, что главным компонентом в этом этнополитическом объединении ученые считают болгар, которые переселились в Поволжье после распада Великой Болгарии. Здесь эта группа объединилась с другими племенами, и итогом этого единства стало в 980 году государство Волжская Булгария. Огромное значение в консолидации булгарского этноса сыграли такие компоненты, как официальное на государственном уровне принятие ислама в 900-920-х годах, а также создание собственного историописания, экономические, политические и культурные взаимосвязи с внешним миром. Судя по описаниям и археологическим данным, уже в конце X века Булгария стала страной классического ислама, где жили и творили многие крупные ученые-богословы. Внутри страны во всех крупных общинах были школы и медресе, о чем с удивлением сообщают восточные авторы. Ислам давно уже с конца IX века проникал в духовную культуру общества, изменив тюркские традиции и оттеснив языческую культуру в область суеверий. Утверждение на всей стране унифицированной культуры мусульманского типа способствовало формированию основных черт этнополитической булгарской общности. Также интересен вопрос языка, на котором говорили волжские булгары. Наиболее аргументированное мнение, что в этот период на территории Болгарии функционировали два языка. Первый – это, собственно, булгарский язык, язык агузского типа. Им пользовались представители аристократии. Также предполагается, что этот язык применялся в ритуальных, сакральных целях. Об этом, кстати, свидетельствуют надгробные эпитафии XIII-XIV веков. Эти тексты написаны арабской вязью на булгарском языке. Этот язык исчез с приходом Золотой Орды и во второй половине XIV века, как под влиянием этнических процессов, так и под влиянием факторов, не касающихся непосредственно языка, политики, религии, культуры и прочего. Второй язык, на котором говорили в Волжской Булгарии, это булгаро-кыпчакский язык, язык агузо-кыпчакского типа. Этот язык был наиболее распространен среди населения страны, о чем упоминает арабский историк Ибн Фадлан. На базе этого языка сформировался булгарский литературный язык. Самый ранний из сохранившихся литературных памятников старотатарской булгарской литературы – это, конечно же, поэма Кулгали «Кысса-и-Юсуф» – сказание о Юсуфе, которое датируется 1233 годом. В силу обстоятельств ценные исторические хроники до нас не дошли. Однако некоторые фрагменты начала истории сохранились в булгарской исторической традиции и поздних устных и письменных исторических преданиях татар, что позволяет в определенной мере реконструировать представление самих булгар о происхождении своего государства, своего народа, правящей династии и своей исторической миссии. Начало своей истории булгары связывали ни много ни мало с самим Александром Македонским. В исламской традиции его часто именуют Искандер Зуль-Карнайн. Зуль-Карнайн, кстати, упоминается и в Коране, но богословы, как правило, скептически относятся к отождествлению Зуль-Карнайна и Александра, хотя такое мнение и бытует. Андалузский ученый Абу Хамид аль-Гарнати рассказывает о посещении им Волжской Булгарии. Местные повествуют ему о том, что Зуль-Карнайн шел через булгар на народ Яджудж и Маджудж, в христианской традиции народ Гога и Магога. Ученый Аль-Умари пишет в XIV веке о том, что Искандер, проходя мимо крайних, ближайших населенным пунктам предгорий Мраков, увидел там людей тюркского племени, весьма похожих на зверей, и никто не понимал их языка. Также Аль-Умари рассказывает о крае обитаемого мира, который, по его представлениям, находился близ границ Булгарии, а также о высокой башне, которая была построена на манер маяка. Неизвестно, имел ли в виду Аль-Умари, что именно здесь Зуль-Карнайн построил свою знаменитую стену и запечатал народ Яджудж и Маджудж
под землей. Однако в русских летописях находится интересное повествование, что город Ашель построен Александром Македонским. В татарском фольклоре также упоминается, что Булгар и Беляр основал Александр Великий. Доподлинно неизвестно, проник ли в русскую летопись татарский фольклор или же наоборот. Среди булгар бытовал сюжет о том, что правящая династия берет свое начало от Александра Великого. Отголоски этого нашли свое применение в восточных сюжетах XII века Наджипа аль-Хамедани и Низами Гаджиеви, после чего сохранились в татарском фольклоре. Иными словами, образ Зулькарнайна носит в булгарской интерпретации больше мифологический характер. В булгарском сюжете Зулькарнайн имеет репутацию не только основателя городов, но и основателя булгарской династии. Таким образом, династия булгарских правителей получила, что называется, легитимность от одного из героев ислама, воителя неверных. В этом ключе булгарский народ весь в собственных глазах видел себя не просто равным древним царям, но и в значительной мере наследником его славы и обширной империи. Это особенно касалось той части деяний Зулькарнайна, как борьба с язычниками, расширением границ праведного мира и его обустройство. Однако на этой глубине все не заканчивается. Одновременно с этим развивается сюжет о связи булгарской правящей династии с мусульманскими праведниками, сподвижниками пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и приветствует. Аль-Гарнати приводит в одном из своих сочинений рассказ о начале булгарского государства. При этом он передает не только то, что услышал в виде легенды, а пересказывает отрывок из прочитанной им книги «История Булгарии». Написал эту книгу столичный кады, судья Якуб ибн Нугман. То есть он приводит ни много ни мало официальную историческую справку. Смысл слова «булгар», пишет Аль-Гарнати, ученый человек. После чего рассказывает следующую историю. Один человек приехал к булгарам из Бухары. Он был факихом, то есть знатоком права, хорошо знавшим и медицину тоже. И заболела жена местного царя, и заболел царь тяжелой болезнью. И лечили царя и его жену, но усиливался недуг. И сказал им этот мусульманин: если я стану лечить вас, и вы поправитесь, примете ли вы ислам? Оба ответили да, и он лечил их, и они поправились и приняли ислам. И народ их принял истинную веру вслед за ними. Пришел к ним царь Хазар во главе большого войска и сказал им: зачем приняли эту веру без моего приказа? И сказал им мусульманин: не бойтесь, кричите «Аллах велик». И стали они кричать «Аллах велик», и сразились с этим царем, и обратили его войско в бегство, так что этот царь заключил с ними мир и принял их веру. И сказал тот мусульманин: эти мужи поистине войско Аллаха Великого, Славного. Таким образом, услышанную историю можно поделить на 5 элементов. Первое – это приезд факиха из Бухары. Второе – болезнь и выздоровление царя. Третье – принятие ислама. И четвертое – нападение Хазар. И 5-м пунктом – победа и торжество ислама. Другие версии имеют иной оттенок, но в целом похожи на версию Абу Хамида Аль-Гарнати. Например, есть версия о приходе в Булгарию 3 сахабов, сподвижников пророка, которые пришли к хану Айдару, и один из них вылечил дочь хана, женился на ней и основал мусульманскую булгарскую династию. Достоверность этой версии, однако, ставит под серьезное сомнение выдающийся татарский ученый Шахабуддин Маржани. Понимание булгарами начала своей истории, что в случае с упоминанием Зулькарнайна, что в случае с упоминанием факиха из Бухары или 3 сподвижников пророка, непосредственно связаны с исламом. Также легенды рассказывают, что предки булгар несколько раз принимали ислам, после чего оставляли его, что приводило непременно к гибели и упадку. Ученые и здесь, однако, усматривают параллели с каноническими текстами, где неоднократно упоминаются народы, которые отвергли пророков, приходивших с целью их призыва на праведный путь. Обобщая все вышеперечисленное, становится ясно, что сами булгары всеми силами старались осветить начало своей истории как политической общности именно с принятия ислама. Булгары верили, что пока они сохраняют крепость веры, они непобедимы. Логично, что такие понятия, как верность исламу, способность ради веры идти на войну с могущественным врагом, свободолюбие и желание независимости крепко вплетаются в мотив начала истории и становятся ее важнейшими элементами. Целый ряд преданий, сохранившихся в устной и письменной
традиции, вплоть до русских источников XVI века, описывает приход булгар в различные регионы Предкамья и Предволжья как элемент оккультуривающий, строящий города и селения, изгоняющий змей и прочее. Тем самым исторические права на свою родину обосновываются не столько по праву первозаселения, но скорее по праву первовведения эти края в цивилизованную исламскую ойкумену. У булгар без сомнения присутствовал мотив собственного предназначения. Этот мотив подчеркивается у Аль-Гарнати в пункте принятия ислама и борьбы с неверными. Как отмечает андалузский историк, булгары сами делали на этом основной акцент. Программа миссионизма булгар основывалась на понимании пограничности своего положения в исламском мире и желании расширить его границы. Булгары не просто считали себя потомками Искандера Зулькарнайна, но и продолжателями его деяний, защитниками, охранявшими от нашествия цивилизованную ойкумену от варваров. Есть интересная информация на эту тему и от Ибн Фадлана. Он рассказывает, что правитель булгар Алмыш, собираясь на войну против непокоренных племен, апеллировал к имени Аллаха, а различные арабо-персидские источники говорят о походах булгар на соседей как о священной войне. Западноевропейские историки говорят о том же самом, например, Юлиан, Плато Карпини, Гильем де Рубрук и другие. Рубрук, к примеру, пишет: «Эти булгары – самые злейшие сарацины, крепче держащиеся за закон Магометова, чем кто-либо другой». Идеи мессианства широко распространились среди булгарской знати, где в ходу был культ святого рыцаря Али. Этот образ был переработан в тюркский героический эпос. Результатом такой переработки стала средневековая поэма «Кисякбаш-Китаба». В ней утверждается дух борьбы за веру путем прямой вооруженной битвы с миром неверия, который практически отождествляется с миром Иблиса, дьявола. Мотив бремени истории заметно влиял на массовое сознание булгар. Он сформировал мнение булгар о себе как об общности, связанной не только общей судьбой, но и борьбой предков за идеалы ислама. Данное представление означало, что сам исходный пункт истории Булгарии в глазах ее населения предопределил ее ход. Следовательно, победа над Хазарией, которая в поздних преданиях сменилась победой над абстрактным врагом, осознавалась как общая победа булгар-мусульман над неверными и как обещание непобедимости их в будущем при условии сохранения их верности исламу. Таким образом, представление о принятии ислама и создании собственного исламского государства стало базовым, основополагающим в булгарской системе исторической традиции. Войдя в исламскую ойкумену, булгары приняли ее богатый художественный язык, символические образы, но при этом в качестве важнейших приняли мифологемы начала истории государства и бремени истории. Тем не менее, время реального принятия ислама булгарами определить трудно. Однако можно заметить, что в конце X века на всей территории Булгарии исчезают языческие могильники, то есть сложилась единая этнополитическая и этноконфессиональная общность, а в середине XII века уже известно о существовании книги «История Булгарии», наиболее последовательного воплощения самосознания булгарского этноса. Это сознание было результатом осмысления внутренних механизмов развития народа. Друзья, мы как всегда ждем от вас обратной связи в виде комментариев под видео. Расскажите, согласны ли вы с тем, что принятие ислама стало важнейшим фактором в историческом развитии булгарского государства? Мы очень хотим, чтобы вы оставались с нами, поэтому подписывайтесь на наш канал. И по традиции ждем от вас уверенного булгарского лайка. Будьте с нами, и в следующей передаче мы расскажем вам о кыпчаках, кемеках и ямаках, народах, которые довольно сильно повлияли на этногенез современных татар. С вами был Ринат Хабибуллин и «Татары сквозь время». Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.